Дорогие друзья, коллеги, гости, читатели нашей библиотеки, я рада приветствовать вас в самой большой, в самой красивой, в самой главной библиотеке нашего региона, Национальной библиотеке Республики Коми. Сегодня у нас очень необычная встреча. С нами сегодня присутствуют слушатели литературного факультета Народного университета. Вот. И я думаю, что сегодняшняя наша встреча, которая называется «Вдохновленный русским севером», станет большим подарком новогодним и для вас, и для нас, для библиотекарей, и для всех, кто пришел просто так, кто не входит в слушатели литературного факультета. По секрету я вам хочу сказать, что эта встреча возникла фактически спонтанно, потому что мы ее не планировали. Вот. Просто известные писатели, литераторы совершенно случайно были проездом в нашем городе, мы об этом узнали, вот, и мы их прихватили, поэтому все, что сейчас будет происходить, это такая наша счастливая звезда общая. Вот. Сначала бы я хотела представить наших гостей, их у нас сегодня много, потому что наши литераторы приехали не одни, они приехали с целой делегацией поморского землячества в городе Москва. Но начнем все-таки с писателей. Итак, Кренев Павел Григорьевич, писатель. Мы его попозже позовем на сцену, пока пускай посидит в зале. Лола Уткировна Звонарева, литературовед. Сергей Васильевич Амбросимов, он один из представителей как раз поморского землячества в Москве, и я знаю, что он хочет нам что-то сказать, а возможно даже подарить. Добрый день, земляки, все мы с севера. Я тоже северянин, только Архангельская область, Коношский район. Коношу все знают. В Москве уже давно, до этого работал в свое время в Ленском районе прокурора. Поэтому в Ленском районе оказался не случайно оказался там Павел Григорьевич, поскольку Ленский район для меня не чужой. И когда возник вопрос, будучи там в библиотеке, я увидел его книгу, они говорят, а мы можем с ним встретиться? Я переговорил с Павлом Григорьевичем, он говорит, да, конечно. Вот мы в итоге оказались в Ленском районе, но поскольку проездом через Сыктывкар, и у вас. Поморское землячество в Москве довольно крупное землячество, порядка 700 человек. И 25-летию землячества мы выпустили вот такую вот книгу. В этой книге те, кто в землячестве, кто там родился в Архангельской области, кто служил, Северный флот, космодром, кто работал. Поэтому эту книжку мы вам дарим. Кому интересно, посмотрите, почитайте. Я приглашаю заместителя директора нашей библиотеки Марину Валерьевну Паникову, да, она получит. Возможно, кто-то даже сфотографирует. Но это не все наши гости сегодня. Еще один представитель поморского землячества Владимир Русланович Месихин. Совершенно неожиданно к этой группе присоединился Александр Евгеньевич Посохов, а он, внимание, глава Тоболенского муниципального района Архангельской области, да, куда эта делегация направлялась изначально. Два слова скажу про наш сегодняшний регламент. Регламент будет таким. Сначала, в первой части, да, мы познакомимся с творчеством Павла Кренева. Во второй части Лола Уткировна Звонарева расскажет нам о своих литературных проектах. Я думаю, что очень приветствуется, не просто можно, но нужно сегодня задавать вопросы, причем мы договорились с авторами, что вопросы мы будем задавать не в конце встречи, как иногда мы делаем, да, а прямо по ходу. То есть если будут возникать вопросы, поднимайте руку, я буду приходить, подбегать с микрофоном, будем спрашивать. Потому что, мне кажется, нужно их помучить, раз уже они приехали к нам. Вот. Перед тем, как мы начнем, я хочу сказать, что еще один большой подарок нашей библиотеке. Да, за несколько дней до Нового года нас посетили представители Союза писателей регионального отделения Союза писателей России. И это председатель регионального отделения Андрей Евгеньевич Попов. Да. И звезда поэтического небосклона Республики Коми и всея Руси Надежда Александровна Мирошниченко. У них сегодня своя насыщенная программа. Я похожа на звезду? Да! У Союза писателей сегодня программа, так как все у нас сегодня экспромт, вот, поэтому мы сейчас им дадим слово, а потом отпустим. Андрей Евгеньевич. Спасибо, добрый день всем.
Я хочу сказать, что вас ждет сегодня, я надеюсь, очень удивительная встреча, потому что я знаю этих прекрасных авторов, которые сегодня приехали к вам в гости, и Павла Коренева, и Лолу Звонареву. Значит, с Павлом Кореневым я познакомился в ЦДЛ. Мы выступали с Надеждой Александровной в Центральном доме литератора, и вот после там все заходят в буфет, и Павел меня спрашивает: ты читал когда-нибудь Павла Коренева? Я говорю, честно сказать, не читал. Он сказал, ну тогда ты ничего не понимаешь в современной литературе. Я же, говорит, тебя вот слушал, а ты это самое меня не читал. Но теперь я могу честно сказать, что я прочел его несколько произведений, наверное, не все, не самые, может быть, большие, но я теперь немножко разбираюсь в современной литературе и могу честно сказать, искренне сказать, что вас ждет встреча с очень удивительным человеком. А с Лолой Звонаревой я, конечно, знал заочно ее давно, читал ее статьи, острые, глубокие статьи в различных изданиях, но как бы непосредственно познакомился в Мурманске, где получал премию, всероссийскую арктическую премию. Вот там же был и Павел Коренев, как мы продолжили там свое знакомство. Он тоже получил премию? Да, он тоже получал премию, поэтому как бы вот мы все хорошие люди. Вот. И я хочу сказать, что как бы, наше знакомство с Лолой, оно вылилось вот в ее литературный проект, вот этот журнал, видите, литературные знакомства, это номер 2 за 23 год, вышел в этом году. Видите, на обложке наш госсовет, здесь 40 авторов из Республики Коми, здесь вот статья Павла Коренева о нашей немножко литературе. В общем, этот журнал мы подарили Национальной библиотеке, и если кому интересно, потом можете его посмотреть. И я думаю, что как бы, это очень прекрасный проект, литературное знакомство. Я не знаю, есть там подписка на этот журнал, но, в общем-то, как бы, этот журнал, помимо того, что очень много интересных материалов дает, еще все время знакомит с какой-то писательской организацией. Это очень важно, потому что сейчас вот несколько творческих связей оборваны, и никогда не знаешь, там, где кто интересный автор. Это литературное знакомство как раз помогает эти связи наладить. Вот. И я хочу прочитать одно стихотворение, потом объясню, почему я хочу его привязать именно к нашей встрече. Вот. А называется она «Ошибка Афанасия Фета». Вот. Афанасий Фет в свое время написал: «К Зырянам Тютчев не придет». То есть он нам хотел сказать, что к нам не придет поэзия, но она пришла в различных формах. Поэтому Афанасий Фет ошибся, и получилось такое стихотворение: «Ошибка Афанасия Фета». Федор Тютчев к Зырянам пришел. Это стало для Фета укором. Но затем подошли рок-н-ролл, Гербалайф, Орифлейм и Киркоров. И не сразу теперь разберешь голос Тютчева в этом Содоме, что есть мысль, изреченная ложь. Вот беда. И не только для коми. Жизнь теперь называется лайф, в этом кайф и конец разговора. Потому что кругом Гербалайф, Орифлейм, рок-н-ролл и Киркоров. Вот. Ну, я хочу сказать, что вот знаете, у нас много в жизни такого гербалайфа, так сказать, метафорически выражаясь, который нас заполняет, в том числе и литературе. И несмотря как бы, вот на такие, как скажем, там, рейтинги этих произведений, я все-таки думаю, что надо идти к настоящей литературе, которая ставит вопросы о смыслах жизни, ставит нравственные вопросы, продолжает традиции классической русской литературы. Вот именно такими авторами являются Павел Коренев и Лола Звонарева. Спасибо. Александр, мы вас не отпустим без слова и без стихотворения тем более. В этом году Надежда Александровна, скажу по секрету, я хотела сказать 20, ну ладно, отмечает свой маленький скромный юбилей, 20-летний. Ну, немножко не 5 раз по 20, но 4, да. Так что вы знаете, 3 июля мне исполнилось 80 лет. Смотрите на меня с восторгом, благодарностью и всем, потому что все это обман. Наплевать там, это сколько тебе лет, если тебе есть ради чего жить, если тебя любят дети, если тебя любил муж, если ты любила мужа, если тебя любят друзья, если тебя ненавидят враги, у вас жизнь состоялась, у меня она состоялась. Поэтому не буду на себя тянуть одеяло, а скажу о 2 уникальных людях, которые есть
слово, и мы знакомы, с 85-го года это была юная девушка, умная вся из себя, это ужас. Тогда мне так редко встречались умные женщины, что я думала, что я могу быть дурой, потому что все остальные такие же. И вот она у меня была как образец умной, образованной, по-настоящему думающей женщины. У нас сложились очень теплые отношения. Потом жизнь разбросала, но не заставила забыть. И вот этот человек, за что бы ни брался, любое дело в ее руках становится успешным. Это очень дорого стоит. Когда говорят, что единица, что сказал товарищ Маяковский, единица ноль, в России только единица делает все. Вот появился президент, значит, появилась какая-то линия. Появилась Лола, появился журнал. Появился Павел Клинев, а сейчас уже все русские писатели архангельские почти уже ушли. Но у них хорошо работает там союз писателей, я недавно у них была. Вот. Но он пополнил и Володя Личутина, и кто у вас там? Писахов, Шергин. Ну, Шергин это уже, да, это другая классики. Да, но вот именно современную прозу русскую, именно Павел Клинев. Вы понимаете, это что такое хороший писатель? Это нормальный человек, не утративший совести, одаренный литературой. Поэтому писатель никогда не отдыхает, он думает всегда. Он думает сейчас, вот глядит, например, Павел меня не видел, как я выступаю и вообще, что я себе представляю. Хотя мы с ним в хороших отношениях, и знаем творчество друг друга и все. Писатель работает всегда, передышки нет. Он работает дома, когда ссорится с женой и с мужем. Он работает на людях, когда это. Он работает, когда остается один. Ему интересно жить, он все время думает. С другой стороны, это ужасно, потому что практически свободен ты не бываешь. Вот говорят, для того, чтобы заснуть, надо лечь и ни о чем не думать. И вот лежишь и ни о чем не думаешь, и вдруг появляется какая-то идиотская мысль, и ты уже не спишь, и ты уже опять думаешь. Вы понимаете, это ужасно. Никому не советуйте ни в писателя, а в поэта так вообще запретить надо ходить. Вот. Ничего хорошего в этих профессиях нет. Но если есть совесть и какие-то данные, какой-то труд получается, который нужен людям, и люди за это благодарны. Поэтому сегодня у вас присутствуют именно такие люди. Сегодня к вам, я очень рада, что они приехали. Все-таки это столичные жители. Какой бы ни был Архангел Горовский, он уже московский писатель давно, и давно известный писатель. Но про Лолу говорить нечего, это человек-легенда. Я думаю, у вас будет... И нам очень жалко, потому что вчера должна была состояться наша встреча, тогда мы его утащили к себе и не отпустили. Но не случилось. Вот, поэтому мы вынуждены сейчас уйти, но, по крайней мере, с добрым, я с радостью пришла, я хотела сказать, что вот кто-то сегодня сказал, что все из них вытрясите, чего вам интересно, вот я вам стараюсь, чтобы так и получилось. Вот. Не знаю, одно хотела о любви прочитать, а второе хотела о республике прочитать. Оба хорошие. Какое прочитать? Оба прочитать. Оба. Ну, учитывая, что с мужем я прожила 50 лет, и он ушел прямо вот за месяц до свадьбы, вот, мне было 70 исполнилось, это было 10 лет назад. Вот. И поэтому, если вы думаете, что потом женщины не влюбляются, влюбляются. Хотя я верная жена, но я влюбляюсь во всех. Я влюбляюсь в женщину, я влюбляюсь в мужчину, я влюбляюсь в ситуацию. Я вот на данном этапе влюблена в эту пару, потому что они во мне возбудили какое-то страстное чувство. Но вы знаете что, когда я потом разобралась в этом чувстве, не торопитесь возводиться. Как сказал поэтому и писателю легче. Боротынский сказал, что выразить чувство значит овладеть им. Я ненавижу, муж это знал, он мне уже все простил, он даже не обращал внимания, он так вот в рукаве. И когда я сказала, что я в Колю Иванову влюбилась тогда, он когда с ним познакомился, он говорит, я тоже в него влюбился. Мы, наверное, были какая-то ненормальная пара в чем-то. Вот. Но потом, когда разбираешься, уже все не так. А когда уже человек любимый уходит, и значит стихотворение такое. Я песен тебе не пишу, только это не главное. Ты все понимаешь и так, понимаю и я. Но если бывает на свете тоска православная, то это она нас разводит, обрушив края. Совсем не смертельная, только и не подневольная, но чище слезы и дороже любви и мечты.
Такая по-русски бездонная и хлебосольная, что хочешь, не хочешь, а с ней не справишься ты. Что хочешь, не хочешь, замрешь на пороге, а все-таки войти не войдешь. Все лучшее было, и золото памяти соткано в красивую жизнь, остальное уже позади. Но если бывает на свете тоска православная, то это она нас разводит, обрушив в края. Я писем тебе не пишу, только это не главное. Ты все понимаешь и так, понимаю и я. Как вы думаете, легко такие стихи писать? И жить нелегко писать. Потому что везде, при любом соблазне, при любом варианте очень ярко вот эта проклятая совесть встает и начинает с тобой бодаться. И «Коми земле» посвящается Андрею Попову. Я очень люблю этого поэта и человека, конечно, но поэт, он создал свой стиль. Вот такого поэта, как я, нет в России, я говорю совершенно спокойно, не потому что я хороший, я могу быть плохим поэтом, но такой, как я, нет. И такого, как Андрей, тоже нет. Он создал свой философско-притчево, умный, такой яркий стиль именно художественной философской мысли. Вот два человека у вас здесь вот это, а два человека еще другие. Понимаете, вот на одной площади в один день уже в России бесконечно стало «Коми земле». Упаси меня, Бог, от завистливых дум, и от гнева меня упаси. Упаси меня, Бог, от нацеленных дум, от всего, что сейчас на Руси. Только в коме земле и стоит тишина, благодать, только в ней тишина и покой. А считай, до войны-то рукою подать, и до новых могил над рекой. Я люблю эту землю, ее забытье, ее первозданную ширь. Я люблю эту землю, веселую ее и притихший в тайге монастырь. Не забыть мне, сыны, за сегодняшний день, за дорогу аж до Воркуты. Я люблю наших сосен глубокую тень и снегов голубые холсты. Упаси меня, Бог, от завистливых глаз, и от мести меня упаси. Вот и пробил он этот негаданный час услыхать, кто нам друг на Руси. Ой ты, север мой, север, идут холода, и земля под ногами гудит. Пусть не гаснет полярная наша звезда, пусть любовь нас спасет, как спасала всегда. Пусть на нас вся Россия летит. Друзья, смотрите, у нас третий подарок, еще и стихи от наших авторов. Все литераторы, которые сегодня здесь у нас, они все представители большой литературы отечественной. Мы сейчас прощаемся с Надеждой Александровной и Андреем Геличем. Да. Ребят, представляете, как уходить не хочется? Да. Возвращайтесь. Под бурные аплодисменты. Мои библиотеки, вот кого я люблю, это библиотека. Белка щелкает орешки, богач припал к рублю. Вы, девчонки, книгоежки, я за это вас люблю. Друзья, чуть-чуть небольшой маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, ну кроме первых битов, скажите, пожалуйста, до сегодняшней встречи кто-то слышал имя Павла Гринева? Если слышали, чуть-чуть руку поднимите, я увижу. Кто-то слышал. А может быть, кто-то читал, потому что у нас в библиотеке к нашему стыду всего лишь 2 книги Павла Гринева. И одна из них на руках, считайте, 50%. Читаемость очень большая. Вот. Но сегодня, кстати, у нас книг прибавилось. Сегодня Павел Григорьевич и Лут Кировна привезли нам и свои журналы, литературные альманахи, и книги. Мы их оформим, и потом можно будет взять уже на дом. Вот. А сейчас, так, все, значит, я думаю, что вот так будет. Если сегодня, после нашей встречи, вы выйдете с тем, что вы знаете, кто такой Павел Гринев, с тем, что вы захотите его прочитать, то встреча наша состоялась, считаете, да, и прошла не зря. Вот. Ну, а сейчас небольшое досье, небольшая визитная карточка. Павел Григорьевич Гринев
современный прозаик, секретарь Союза писателей России, заместитель председателя правления Союза писателей России, лауреат всероссийских международных литературных премий, таких как «Русские мифы», «Золотой Витязь», «Русский Гофман» имени Николая Лескова, Александра Невского и других. Награжден золотой медалью имени Василия Шукшина. А почему, мы потом расскажем. Павел Григорьевич является также членом жюри различных литературных конкурсов и имеет ряд престижных литературных наград. Вот одна из недавних, про нее Андрей Гелич немножко сказал уже, что книга Павла Григорьевича «На севере, на летнем берегу», которая сегодня пополнит наши фонды, вошла в шорт-лист Всероссийской арктической литературной премии имени Василия Семеновича Маслова. Такая премия есть, вот я ранее не знала, к своему сожалению. В своей работе Павел Григорьевич знакомит нас с сильными независимыми характерами поморов, живущих в его родной деревне Лопшинга, правильно ударение поставила, да? На летнем берегу Белого моря. Писатель воссоздает жизнь поморов в их диалогах, передающих радость и горе, погружая читателя в настоящий деревенский быт. Особенность этого издания в том, что Павел Григорьевич обращается к почти уже утраченному, почти забытому поморскому говору, поморской говоре, как она называется, поморский диалект. И я очень надеюсь, что мы сегодня чуть-чуть хотя бы, но этот диалект услышим. Надо отметить, что вот за эту же книгу Павел Григорьевич получил премию имени Сергея Тимофеевича Аксакова. Вот то, что у вас на экране, надеюсь, вы успели прочитать, я это уже проговаривать не буду. И, наверное, приглашу Павла Григорьевича на сцену под бурные аплодисменты. Все-таки обращусь к этому слайду. Вот вы видите, насколько насыщенная у человека жизнь, да? Как она интересно развивалась. И все вот эти вот вехи судьбы, вехи жизни, они, конечно, все отразились в его литературе, и мы тоже сегодня об этом поговорим. Но и у нас еще один главный герой — Лола Уткировна Звонарева. Мы тоже видим, да, что я окончила филологический факультет и является кандидатом филологических наук, доктором исторических наук, академиком в 2 академиях, да, критик, историк, искусствовед и так дальше, так дальше. И сегодня мы, вот там внизу, да, написано, что главный редактор альманаха «Литературные знакомства», который вам показывал Андрей Гелевич, и директор альманаха «Серебряные сверчки», он тоже у нас здесь представлен. Вот. Лолу Уткировну мы, да, просим тоже на сцену. Сейчас сможете сами микрофоны включить? Я уже полноправно отдаю. Да. Получилось? Да. Все, передаю слово Лоле Уткировне, и дальше поговорим о творчестве Павла Гринева. Добрый день, дорогие друзья, очень приятно быть здесь. Я действительно просто как у Дюма 40 лет спустя, потому что 40 лет назад по командировке журнала «Литературная учеба», созданного когда-то Горьким, где я работала в отделе критики, и влюбленная в поэзию Надежда Александровна Мирошниченко примчалась сюда, чтобы познакомиться с семинаром, который она вела. И сегодня многие ученики тогдашнего времени стали известными очень писателями. И влюбилась в Сыктывкар, выступала здесь по телевизору. Для меня было это большое очень событие. И писала об этом в литературной учебе. И вот 40 лет спустя я снова здесь. Потрясена ваша библиотека, я выросла в библиотеке. И счастлива представить вам одного из лучших современных писателей. Я уверена, что Павел Григорьевич входит в 5 лучших писателей сегодняшней России, своего поколения. И действительно, у него такая неудивительная судьба. Он родился в деревне Лопшинга. Эту деревню в свое время воспел Юрий Павлович Казаков. А моя мама, она тоже была литературовед, она была влюблена в прозу Казакова, «Голубое зеленое», многие другие чудесные его новеллы. Она читала нам с братом маленьким и говорила, чтобы понять душу русского человека, нужно побывать на русском севере, нужно встретиться с этими удивительными людьми. Вот это все настоящее. И я это навсегда запомнила. И когда познакомилась с творчеством Павла Григорьевича, тоже увидела и вот эту традицию лирической прозы Юрия Павловича Казакова. Кстати, вот Павел Григорьевич тоже это ощущает, он очень любит Казакова, встречался с ним. Казаков приезжал в Лопшингу каждое лето. И подростком Павел Григорьевич его видел, а потом читал его книги.
Последняя книжка так и называется «Поедемте в Лопшингу». И проводит фестиваль памяти Юрия Павловича Казакова, поэтому в Лопшинге уже побывали главные редакторы, вообще многие наши писатели, руководители толстых журналов, благодаря Павлу Григорьевичу. И мама у него была учительница, папа заведующий крошечным рыбным заводом. И уже в 8 классе Павел Григорьевич принял решение и отважно покинул родную деревню с 5 рублями в кармане, не зная ни слова по-английски, поехал поступать в Суворовское училище. Вот такой отважный подросток. И самое удивительное, дело происходило, как мы с вами понимаем, в советское время, и Павел Григорьевич описал эту приключенческую историю в замечательном рассказе «Добрые люди» или «Как я поступал в Суворовское училище». Не имея денег, не зная английского языка, он добрался до Ленинграда, поступил в училище, закончил его даже с еще одним удостоверением переводчика английского, английский язык там выучил и поступил. Тоже это один из легендарных вузов. Вот я окончала Московский университет, а он всегда соперничал с Ленинградским. И вот моя любимая подруга училась как раз в Ленинградском университете на журфаке. И вот Павел Григорьевич тоже учился в этом удивительном университете. На 2-м курсе женился, вот как рассказала Надежда Александровна, тоже недавно отмечал золотую свадьбу со своей замечательной верной женой Мариной Александровной. Она подарила ему 2 дочек. У Павла Григорьевича сейчас, по-моему, 5, да? 5 чудесных внуков. И, конечно, когда у тебя есть уже супруга и есть дочка, то надо уходить и содержать. Как северные мужчины очень ответственные. Он пошел на заочное отделение и там сделал журналистскую карьеру, был в замечательных газетах, уже на таких должностях, как замглавного редактора ведомственной. Но здесь его уже пригласили в Комитет государственной безопасности. И там он курировал наши литературные круги и сделал тоже много хорошего. О нем с благодарностью вспоминали, поддержал, спас от опасных таких сложных ситуаций и Даниила Гранина, и братьев Стругацких. Но, заметив вот такую интеллектуальность молодого сотрудника, его направили в аспирантуру, где Павел Григорьевич получил доступ к закрытым архивам, потому что он писал диссертацию по истории спецслужб. И там он столько удивительных, интересных исторических фактов открыл, что до сих пор на основе вот этих своих записей, вот, найденных в архивах фактов, он пишет исторические очерки о 20-х годах. Вот про историю, которую мы с вами все знаем с детских лет, с Каплан, с Дзержинским, с Троцким. Я, как доктор исторических наук, когда читаю эти очерки, просто удивляюсь, совершенно другая открывается история. Столько было мифов и фантазий, так сказать, каких-то слащавых, каких-то, так сказать, идеологизированных, а подлинная история открывается вот в этих очерках. И, наверное, Павел Григорьевич защитил бы и докторскую диссертацию, но его забрали в администрацию президента, и многие законы, посвященные спецслужбам, написаны пером журналиста и юриста, уже он у нас кандидат юридических наук, Павла Григорьевича Поздеева. Родовая фамилия Павла Григорьевича Поздеев, и очень интересно, я общалась, так как я работаю над книжкой, а Павел Григорьевич, я общалась в Архангельске с его родственниками, и братья нашли очень интересную линию, что мама Павла Григорьевича, она из той самой деревни, откуда мама Ломоносова. У них была такая традиция, именно оттуда брали жен многие жители Лопшинги. И а фамилия эта Поздеев, она упомянута в знаменитой переписке Ивана Грозного с Курбским. Он говорит Грозный, что воеводюшку Поздеев он ссылает в Северный монастырь. То есть вот то, что Павел Григорьевич стал генерал-майором и развивался вот и по этой военной линии, возможно, там есть тоже какие-то очень интересные родовые связи. Но в органах Павла Григорьевича попросили взять псевдоним в литературной своей деятельности, потому что там, так сказать, свои задачи. А Павел Григорьевич уже с 30 лет начал печататься как прозаик. Одна из его вот первых новелл настолько интересная и яркая, что сегодня всегда, иногда, я слышу, мои коллеги сетуют, ну, в советское время мне цензура мешала, я все писала в стол. Вот северный характер такой крепкий, что вот любой текст Павла Григорьевича, написанный в советское время, можно сегодня перепечатать, не меняя ни одного слова.
Он настолько был погружен в свои детские деревенские воспоминания, в жизнь природы. Вот мы говорили, у него 4 направления. Вот эти исторические очерки по архивам, 4 сборника уже вышло, разные издательства печатают, это мгновенно расходится. Замечательные рассказы о природе, потому что с 8 лет с удочкой, с 10 лет с ружьем в лесу, вдвоем с собакой. Так чувствовать и понимать природу, для этого действительно надо вырасти вот в этой деревне, где любимое твое место – это лес, и где ты знаешь и чувствуешь все. И вот «Первый бал пеструхи», один из моих любимых рассказов по названием, вот, и стал названием книжки, сборника, тоже получившего премию «Мамина Сибиряка» и многие другие. Павел Григорьевич написал первым, когда он почувствовал, благодаря поддержке друга, что он не только журналист, но и писатель. Ну и, конечно, деревенские характеры. Это действительно такое чудо, такие колоритные фигуры. Моя бабушка тоже из крестьян, из маленькой деревни под Малоярославцем, 14-я дочка пастуха, и мне это всегда рассказывала, она меня воспитывала, и я так люблю и уважаю русскую деревню, но северная деревня – это немножко другое, это изумительное северное Гаворье, я уже написала об этом с подругой, профессором из Турции, 2 статьи, кстати, Павел Григорьевич очень много переводит на турецкий, китайский, французский, польский. И недавно, буквально 3 недели назад, мы вернулись из Парижа, и очень, как теперь, представьте, летят люди в Париж через Алжир, через Африку. И вот мы все время думаем о том, что как много у нас врагов, но есть и друзья, потому что это была удивительная сцена, когда мы показали наши русские паспорта, заполнили анкеты, пришли 8 таможенников, выстроились перед Павлом Григорьевичем, ну, все-таки, так сказать, женщина там не вполне, как мы понимаем, человек, и начали что-то скандировать. С арабским акцентом. Говорю: Павел Григорьевич, что они говорят? Он говорит: Лола, послушай, они говорят «Слава России». То есть они хотели сказать, что они слышали, что говорят «Слава Украине», но они хотели сказать, что они вот на нашей стороне «Слава России». Ну, а в Париже была 9-я книжная ярмарка, 9-й книжный салон. И несмотря на все эти события, все-таки 2 девушки из Красноярска, поэтессы, директор литературных музеев БАК, и мы с Павлом Григорьевичем долетели, у Павла Григорьевича перевели очень интересную вещь, вот она у меня здесь, кто-то получит этот подарок за вопрос, повесть 9-й. Повесть посвящена событиям в Приднестровье, войне снайперов, русских и литовских, работающих по заданию Румынии. Удивительная совершенно вещь, вот она и остросюжетная, и детективная сначала, но детективная есть и преступление наказания, и лирическая. И когда ее перевел блестящий прозаик среднего поколения Тьерри Мариньяк, он автор 13 известных романов, один из лидеров своего поколения, 60-летних, то 15 ведущих французских блогеров, тележурналистов, писателей разразились такими восхищенными отзывами. Но я думаю, что это связано еще и с тем, что до этого за наши русские деньги переводили Акунина, Сорокина, Улицкую, переводили постмодернистов, в которых, в общем-то, часто писались такие гадости и всякие такие весьма сомнительные вещи, и реально эта человеческая жизнь абсолютно не просматривалась. Но у нас Институт перевода, к сожалению, выбирал такие. Вот единственный из хороших авторов, друг Павла Григорьевича, наш Альберт Анатольевич Лиханов, его вещи тоже продавались на книжной выставке, его последний роман 2 года назад умер, к сожалению, из-за ковида, но успел Павел Григорьевич в 2 номерах своего знаменитого журнала, тоже кто-нибудь получит его в подарок, «Путеводная звезда. Школьное чтение», опубликовать. Как раз он ценил деревенские эти рассказы, хотя родился в Вятке, в городе, но преклонялся всю жизнь перед деревенской прозой, и рассказы о животных. Вот «Путеводная звезда», эти 2 номера, огромным, они довольно большим тиражом по нашим временам, пошли по детским домам и школам. И вот Павлу Григорьевичу после его презентации выстроилась просто очередь из французских людей, которые послушали, на 2 языках шла презентация. И я просто тоже очень рада, что это произошло. И потом был круглый стол по современной прозе, где тоже Павел Григорьевич рассказывал о своем творчестве. Еще я хочу вам очень посоветовать, вот мы говорили уже об исторической составляющей в прозе Павла Григорьевича, это его новый роман, посвященный интервенции на русском севере. Вот тоже такая как бы страница нашей истории, во многом мифологизированная, очень спорная.
И Павел Григорьевич несколько лет, вот, наверное, года 2, может быть, 3 последних писал этот роман. Я счастлива, что он напечатан в моем любимом журнале «Москва». В 80-е годы, когда я к вам прилетала первый раз, я уже работала и в журнале «Москва» консультантом по прозе, дружила с заведующим отделом, кстати, он тоже был из Омской, из сибирской части, он Владимиром Николаевичем Мирневым. И в этом журнале, где когда-то напечатали роман «Мастер и Маргарита», в переводе прекрасном «Маленького принца» Антуана Сент-Экзюпери, вот в 11-12 номерах напечатан роман Павла Григорьевича о интервенции на Белом море. И тоже вот одна маленькая деталь, кроме, как всегда, у Павла Григорьевича этой лирической линии, когда два деревенских человека, влюбленные друг в друга, несмотря на трагедию окружающей жизни, на страшное насилие, смерть, убийство, они все равно тянутся, идут друг навстречу другу. И вот страшные страницы, посвященные и нашей отечественной истории с Капланом, совершенно в другом свете. Архивы КГБ позволили Павлу Григорьевичу описать эту историю. И вот история первого концлагеря на территории России, созданного англичанами именно на Белом море, где мучили бедных поморов. Удивительные совершенно страницы, трагические и очень честные, и написаны потрясающим слогом. Я тоже, как и нашего ведущего Татьяна поклонник Поморской Гаворе. И я тоже очень рада и думаю, что вот сейчас французы вторую вещь перевели, это повесть о дедушке. У Павла Григорьевича дедушка погиб в Великую Отечественную войну на Карельском перешейке. Мой дедушка погиб под Сталинградом, мне очень дорога тоже эта тема, у меня есть в обозрении военной прозы. И вот новое слово Павлу Григорьевичу удалось сказать еще и потому, многие получат, я думаю, за свои вопросы в подарок этот журнал с военными произведениями Павла Григорьевича, что он в первой части повести про дедушку дает как бы вот взгляд военного человека, изучавшего тактику, генерал-майора, который понимает ошибки наших военнослужащих. Мы помним, что часть очень высокого ранга и талантливых военачальников сидели тогда в лагерях, часть растерялась и не имела опыта практического. И бабушка мне рассказывала, мы жили в центре Москвы, Чистый переулок, описанный в «Собачьем сердце» Булгакова, в нашей огромной коммунальной квартире, это был бывший дом министра Протопопова. Из 17 соседей осталась только бабушка с маленькой мамой, потому что все испугались и убежали, все были уверены, что Москву сдадут. И мотоциклисты немецкие, фашистские, дошли до того места, где сейчас станция метро Войковская. Но потом там Паулюс испугался, он думал, что это ловушка. Не верили. Они отошли, а в этот момент подошли сибирские полки, и ситуация изменилась. Но Павел Григорьевич очень интересно анализирует уже как сегодняшний военный, очень опытный, что произошло в этот момент, какие были просчеты. А потом идет лирическая картинка, удивительная, как простые люди, солдаты расплачивались за ошибки высокого руководства, и как весной нужно было уходить из жизни 40-летнему бухгалтеру, который пришел на войну, но хотел бы честно выполнить свой долг и послужить любимой родине. Удивительные совершенно тексты, написанные потрясающим языком. Я счастлива, что вы с ним познакомитесь, но я думаю, что сейчас настало время вопросов. Подождите, чуть-чуть прерву вас. Мы на самом деле чуть-чуть вначале договорились, что кусочек маленький из своего романа, о котором Лолут Кирман как раз говорила, «Расшумелось Белое море», Павел Григорьевич нам прочтет, потому что услышать автора, да, это дорого стоит. Буквально пару абзацев. Я хочу сказать, что журнал «Москва», про который Лолут Кирман сказала, мы уже получили и 11-12 номер, и наши литературно-художественные журналы можно даже взять на дом почитать. Поэтому мы сейчас сделаем небольшой спойлер, да? Как раз вот диалект услышим чуть-чуть. Вот прям вот эту часть. Да, вот отсюда. Я подержу. Я подержу вам неудобно. На этот раз все немножко по-другому. За Камбалы в море ушли батька Ксенофонт, бывалый рыбак, и сын его Артемий, парень 18 годов от роду. Родные люди, между ними не могло быть вражды до неладов. Тем более для Ксенофонта не было тайн в рыбацком деле. Он без добычи домой не приходил.
Все удачно получилось и на этот раз. Короба натрия улипла, прикинул лоб Ксенофонт, и быстренько ладонями сгреб рыбу локтями в одну немалую кучу. Хорошо, ты пора-то хорошо. Это мы скорехонько дело справили. Матке пару коробок приволокем для засолов. Эко ладно, слуга Артемюшку. Там так говорят, на самом деле. Акцент, слушайте, да? Это по-морскому море. Он выпрямился во весь рост, погладил доскорузными шершавыми ладонями холщовую замызганную рубаху на впалом животе. Дня-то еще лагошка, гляди, сына, еще столько же ульнет. В самом деле, батька, оно справно выходит. Вон и сколько до паужина надергали. Кое-где не было экстрика. Помор опасается вслух хвалить удачу. Переменчива она лихоманка. Да только он опять ушибка трепыхается в дальний буёк. Надо попадать туда. Как не похвалить? Этот вот маленький кусочек, много услышали незнакомых слов? Здесь некоторые расшифровываются, я вам советую тоже почитать. Да, спасибо большое, Павел Григорьевич, положу на выставку обратно. Пожалуйста, ваши вопросы к Павлу Григорьевичу. Ну, никто не хочет получить подарок. За вопросы, да, вы просто не видели, огромный чемодан привезли авторы с собой, вот, с желанием подарить книги за интересные вопросы. Давайте я спрошу, я начну, пока все стесняются. Немножко Лола Уткировна сказала о том, что пришлось Павлу Григорьевичу взять псевдоним, да, потому что КГБ было против, если бы он печатался под фамилией Поздеев. Мы немножко услышали о фамилии Поздеев, немножко, да. Можно сначала у зала спрошу, а как вы думаете, Коренев, какая смысловая нагрузка на этом псевдониме? Что имелось в виду? Кремень. Кремень, так, есть варианты, еще есть варианты? Корень. Громче? Корень. Корень? Корень. Корень, так, еще. Александр Гринев, Гринев. А ну там еще был, да, еще литературный персонаж такой. Так, есть еще вариант? Я не знаю ответ, я прочитала. Крен. Ну, как поворот куда-то, да? Павел Григорьевич сейчас прокомментирует. Ну, вы знаете, совершенно все правильно, все замечания. Хочу немножко уточнить. Ну и вообще этимология этого, откуда вообще взялось это все. У меня была такая ситуация, это было во время моей службы в органах государственной безопасности. Дело происходило в Ленинграде. Я тогда молодой растущий сотрудник, уже значит, получил специальное образование и готовился к выезду за границу. Ну, знаете, КГБшники часто работают шпионами, а потом опять как оперативными работниками. Ну, то есть это такая переменчивая работа, но она мне нравилась всегда. И я должен был уезжать тоже в командировку в Западную Германию. И мне сказали, это вызвали в кадре и сказали, что ну, со своей фамилией нельзя поехать, потому что ты уже засветился как журналист в Ленинграде. И всем будет сразу понятно, что приехал очередной, так сказать, журналюга, который ясно, что не журналюга, а настоящий разведчик. Поэтому мне попросили придумать псевдоним. Это у нас бывает постоянно. Вы знаете, у Владимира Владимировича Путина тоже был псевдоним. Какой? Не помнишь какой? Ну, сейчас по ходу вспомнил, да, у него был хороший псевдоним. Это бывает постоянно, бывает всегда. Ну что-то забудут, потом все равно разберутся. Разведки работают грамотно, они докапываются, кто такой, значит, выезжает, не выезжает, значит, по месту рождения, работы, внешность встречает, и чтобы понять, чем занимается товарищ, приехавший там куда-то, в Берлин, в Лондон. Ну, в общем, я придумал псевдоним. Мне было не очень сложно придумать, потому что у меня родовое прозвище Крень. Это прозвище моих предков, дедов, прадедов. Что такое крень? Крень это такое дерево, как правило, кривое, такое, которое не перепилить. Оно пила визжит, так сказать, и шаркает, а не перепиливает. Это от слова корень, конечно, происходит. Вы правильно подсказывали. Кренина попалась, не перепилить. Вот это отсюда слово-то крень. То есть это дерево, которое трудно перепилить. Вообще обрабатывать это сложно. Не поддается. Вот. А вообще мои предки, они были кренины. Это были такие крепкие мужики,
Ну, я-то не в них одет, мы тоже, потому что они были двухметрового роста все такие, здоровенные, и корежистые такие, да. Если он что-то сжимал рукой, то все ломалось. Очень крепкие были люди в Корене. Но мы там по третьей, какой-то там по счету, он женился на маленькой женщине, девушке, дочке папа. Вот, и поэтому получилось так, мы уже пошли меньше роста, к сожалению, наверное. Вот, и поэтому корени, но уже не такие корени, как... И я хотела еще добавить, что Павел Григорьевич вот никогда не забывал, что он внук священника, и он в своей родной деревне выстроил большую каменную церковь за свой счет во имя Петра и Павла. Так что вот как бы, знаете, сколько церквей было разрушено, но у нас вот в Огромном союзе писателей, где 8 тысяч членов, там только вот Павел Григорьевич, и я знаю, что Валентин Яковлевич Курбатов вместе с Игорем, да, они тоже выстроили церковь, но они собирали деньги, а Павел Григорьевич вложил свои собственные средства, и мы даже, когда посвящали номер творчества Павла Григорьевича, мы на обложке журнала «Литературное знакомство» давали удивительную, да, с синими такими, да, куполами, очень красивую большую церковь. Пожалуйста, вопросы. Не хотят? Здесь надо похлопать, потому что на свой счет поставить все. Пожалуйста, вопросы. Вопросы. Давайте. Можно я еще один? Пока они думают. Да, вот сегодня мы этого вот не прозвучало так конкретно, но тем не менее у Павла Григорьевича очень много детской прозы. Очень много он пишет для детей, для подростков, и раньше, и сейчас тоже. Вот я хочу спросить, автор, когда, да, принимается за какое-то произведение, вот он как себя разделяет? Вот здесь я детский писатель, здесь я для взрослых пишу. Я хочу, конечно, именно добавить, что патриаршую премию, которую вручал митрополит в храме Христа Спасителя в центре Москвы, вы упоминали имени Аксакова, но это была действительно одна из самых престижных, иногда приравнивают к госпремии, патриаршая премия имени Аксакова именно для произведения для детей. И вот опубликоваться в Ленинградском филиале издательства «Детская литература» в 80-е годы в 30 лет было почти невозможно. Уровень ленинградских детских писателей со времен Маршака был настолько высокий, что вот мы, когда там занимались в семинаре при журнале «Костер», как раз тогда впервые я попала на этот семинар, и встречались с классиками Воскобойников, вот он до сих пор жив, 80 романов, и он очень уважает Павла Григорьевича, давал ему рекомендацию в Союз. То есть действительно это был такой мощный прорыв, то есть уже в 80-е годы Павел Григорьевич был звездой молодой детской прозы. Вот эти две, тогда же были 100-тысячные тиражи, в библиотеке нашей замечательной Республики Коми есть эти две первые книжки Павла Григорьевича, которые принесли ему огромный авторитет в писательских кругах, и по которым он еще в 80-е годы вступил в Союз писателей. Потому что вы хорошо себе представляете, что работа в администрации президента — это ты в 7 ушел и в час пришел. И дальше там не то, что писать, там думать некогда, потому что огромное количество конкретных дел, когда пишутся законы, когда вручают поручения руководству, или когда он был представителем администрации президента в огромном районе в Архангельской области, нужно было защищать интересы. Я не сказала, что Павла Григорьевича тогда выдвинули в губернаторы, и он выиграл выборы, но из-за того, что он был в очень жестком конфликте с некоторыми людьми, которые сегодня уехали из нашей страны, и тогда впервые ввели машинное голосование, в последнюю минуту в 4 часа отключили свет и переделали результаты голосования. Но мы сейчас очень радуемся, что Павел Григорьевич, об этом даже Бондаренко писал, наш знаменитый критик, не стал губернатором, потому что таких непослушных губернаторов и мэров, как в Сергию посадят, отстреливали очень быстро. Когда речь шла об алмазах, когда речь шла о народных богатствах, стоящих миллионы, миллиарды, которые раскрадывались, если губернатор пытался защищать, он как-то странно очень быстро погибал при неизвестных обстоятельствах. Поэтому мы рады, что Павел Григорьевич не стал губернатором, а пришел в Союз писателей. Действительно, был несколько лет заместителем главного председателя, вспоминала его Надежда Александровна Шниченко. И сейчас он секретарь Союза писателей, который больше может уже заниматься творчеством, чем такой организационной работой. Вопрос был...
Я уже 2 книжки заработала. Вот я бегу. Спасибо большое, что вы приехали за организованную встречу. И меня очень интересует такой вопрос. Во время работы в архивах был ли какой-нибудь факт, который впечатлил, запомнился больше всех? И сразу второй вопрос. Было ли по этому факту написано какое-либо ваше произведение? Спасибо. Спасибо, очень интересный вопрос, замечательный. Знаете, в архивах многие факты уникальны. Спасибо, Александр Ильич. Они переворачивают твое сознание, сознание читателя. Ну, допустим, многие читали «Хождение по мукам» Алексея Толстого. И там такой персонаж был, когда попадает, они в плен попадают, там, значит, Махно, главный герой, да, и там персонаж такой появился, такой почти окровавленный человек, такой здоровенный, с волосатой грудью. Вот, представился, я Лева Зада, со мной шутить не надо, я буду там, спрашивать, ты будешь отвечать. Вот, Лева Зада. Ну, я тоже, у меня представление, Лева Зада был такой кровавый. Он начальник контрразведки был, Махно. Это историческая личность, это реально было так. Но я был потрясен, когда узнал, что Лева Зада стал героем гражданской войны, награжденный несколькими орденами, в том числе Красного Знамени. Это был боевой, так сказать, красный командир. Удивительно. Ну, конечно, там перелицовки происходили под разным воздействием, в том числе и под то, что его просто завербовали наша, так сказать, контрразведка реального, значит, кровожадного человека у Махно. Потом он работал, долгое время работал, значит, в органах государственной безопасности, Лева Зада. Вот. И потом он был реально, так сказать, вот, совершил героические подвиги, награжден орденами. Вот. Ну, его, как и многих приличных людей, в 1937 году расстреляли. Понимаете, это было выжить трудный человек, который прошел через должность начальника контрразведки Махно. Вот такие факты. Потом, конечно, у Шолохова, да, у Шолохова, я очень люблю Шолохова. Его реальный герой, да, Тихого Дона. Факт в том, что Тихий Дон написан, это фактически совершенно живая, на живую нитку все написано. И его герой, так сказать, там, да, значит, Григорий Мелехов. Вот. Григорий Мелехов — это никто иной, как друг семьи Шолохова, Харлампий Ермаков, живший в соседней станице, реальный герой, его звали гордостью донского казачества. И он просто буквально повторил, описал его биографию. И поэтому я доподлинно верю, что Шолохов автор Тихого Дона. Там ничего придумать не надо, он просто переписал реальную биографию реального человека, Харлампия Ермакова. Я просто назвал его Григорием Мелеховым. И перед тем, как расстреляли его, Шолохов у него был и записывал его воспоминания, да, есть свидетельство. Павел Григорьевич Морган нашел об этой встрече, да? И причем Павел Григорьевич не сказал, что когда его очерк о Леве Задове был напечатан в труде, после этого была реабилитация официальная Задова, видят его родственники, потом он находили, Павел Григорьевич благодарили. Да, это факт, да. То есть Леву Задова я фактически реабилитировал. Благодаря этим архивным данным. Пожалуйста, еще вопрос. У меня 2 вопроса. Во-первых, к Луле Кировне, правильно я говорю, да? Вы сказали, что Павел Кренев входит в 5, спасибо большое, лучших писателей современности. А можно назвать еще 4, на кого нам ориентироваться? Ну да, с удовольствием. Вот я хотела бы назвать Бориса Евсеева. Да, он лауреат премии правительства. И очень интересно, я бы советовала почитать его исторические романы, посвященные XVII веку. И, конечно же, его замечательную биографическую вещь «Романчик», где вы увидите Ростроповича и Солженицына в очень таком, с ними встречался Евсеев, он их описал буквально документально. Ну, скажем, сложное впечатление, понимаешь, что это очень неоднозначные были фигуры.
Конечно, я все-таки считаю, что Алексей Иванов с его вещами, особенно я люблю ранние, «Сердце Пармы», «Общага на крови», «Географ глобус пропил», и вот этот двухтомник «Тобол», значит, третий. Ну, здесь, мне кажется, есть такой замечательный писатель Владимир Бутромеев «Земля и люди», его там трехтомник, он тоже лауреат очень многих премий. К сожалению, сейчас очень сильно болен, но это очень такой мощный писатель и прозаик белорусского происхождения. И вот третий, наверное, все-таки вот здесь я люблю раннюю вещь Лавр, но вот я не согласна с тем, что дали Зачагина Водолазкину. Мне Водолазкин близок тем, что он так же, как я, медиевист, то есть специалист по средним векам, и я всегда думала, что должен появиться такой писатель, который использует свое знание литературы Древней Руси. Я преподаю в 2 университетах литературу, древнерусскую литературу. И вот он мастерски вписал, вот это самая сильная вещь Лавры, поэтому она там переведена на 19 языков. А роман Чагина, он уже значительно слабее. Здесь я согласна, заведующий кафедрой Владимир Михайлович, наш из МФГУ, он как-то написал, Голубков, что Водолазкин стал заложником своей славы, что каждый год ему нужно по новому роману, чтобы быть на слуху, и каждый следующий роман становится все более слабым. Вот здесь вот такая ситуация, но при этом вот я люблю вещи эту Лавры, и с обложкой Шемякина «Вторая вещь «Авиатор», она тоже такая неплохая. Дальше, но я рада, что вот когда был список «Лучшие книги» 23 года, вот эта книжка Павла Григорьевича, она была туда включена, рассказы, энциклопедия русского поморья в рассказах и очерках Павла Коренного-Помора. Вот, и я думаю, что вот она действительно могла бы соперничать с Чагиным, но у нас есть такая привычка муссировать одни и те же имена, тем более, что это очень завязано на коммерческой основе, потому что издательство очень влиятельное АСТ, оно, конечно, раскручивая имена, получает фантастические прибыли. Вот, и здесь вот и я согласна, что это несколько не объективно, эта вещь, она как бы очень мощная, и очень советую почитать об этот том. Недавно он получил премию «Душа природы» в Уфе, Русское географическое общество, причем были очень всякие сложные члены жюри, и все говорили, что вещь это просто потрясающе сильная. Вот этот вот сборник, это фактически избранное такое, как бы собрание сочинений Павла Григорьевича. Очень интересно, там взгляд журналиста на любой бабушка, семья, война, там медведи, волки, и взгляд писателя. Удивительно интересно это сравнить, да, журналиста с писателем. Очень мощная, интересная книга, хорошо придумана, составленная и уникально написанная. Так что очень рекомендую. Но и наша литература очень богата талантами. И мне трудно, я бы еще добавляла, но мне кажется, что действительно часто всплывают какие-то вот фигуры. Я, например, очень рада, что Акунина, так сказать, вот убрали сейчас из нашего. Для меня это вот такой приятный, потому что он всегда говорил о том, что то, что он пишет, это не литература, это проект для зарабатывания денег. А наши доверчивые люди с воспитанным, по-моему, литературным методом вкуса как бы велись на этот проект занимательный, и вот мне всегда было это грустно. Пожалуйста, еще, это был первый вопрос, да? Это был первый вопрос, да, и здорово, что я 2 из тех, что вы назвали, читала. И хочу сказать, что я библиотекарь тоже, да, и наши читатели, они очень даже разнообразны, их вкусы разнообразны, и они разборчивы. И к деревенской прозе у нас очень большой сейчас интерес, не только к Акунину. Поэтому многие даже не заметили, что его не стало на полках нашей библиотеки. Второй вопрос к Павлу Григорьевичу. Вы сказали, что мы северные люди, мы с вами, да, почти земляки, и про говор вот мы уже поговорили, а вообще вот вы много ездили, со многими людьми встречались, вы можете сразу увидеть, что вот это северный человек, есть какие-то отличия? Ну, если внешне, то, конечно, мало отличий. Мужик как мужик, в кепке, в сапогах.
Вот. Конечно, разговор это сразу, это резко. Я буквально сходу могу определить в толпе, там, да, кто-то говорит там, по-морскому говорит, там начинает раскручивать. И он спрашивает, ты Архангельский или Вологодский? Он говорит, я Вологодский. Ну, все понятно, давай становись свой человек. Говоря, она, конечно, сильно отличается, потому что это говоря, это не просто болтовня, разговор, это веками накопленный языковой запас у людей. Они так... Говоре восхищались Ломоносов и Пришвин. Я нашла цитаты в моей большой статье о Говоре, и вот я привожу эти цитаты из собрания сочинений Ломоносова и из похода за Колобком, да, путешествие за Колобком, вот из одной вещи, с волшебным Колобком. Вот там о Говоре, восхищаясь Говоре, говорит Пришвин и вот писал Ломоносов. Пожалуйста, еще вопросы? Я подхожу. Так, давайте по очереди. Сначала сюда. Спасибо. Когда ведущая спрашивала, слышали или нет мы это имя, я вспомнила, что мы это имя слышали на творческом вечере Надежды Александровны. Она очень тепло и хорошо о вас отзывалась. И я думаю, что после сегодняшней встречи мы больше узнаем об авторе и будем читать произведения ваши. Ну вот у меня такой вопрос. Вот что бы вы порекомендовали или назвали, какие произведения, где вы описываете своих деревенских, допустим, друзей или родителей, знаете, как у Довлатова вот наших есть. Есть такие у вас рассказы или такие произведения? Я бы с них и начала. Я сейчас предвосхищу, наверное, больше половины точно у Павла Гринева именно про деревенскую прозу. Да, рекомендации, с чего начать. Кстати, про то, что точно будут читать, я скажу совершенно точно, потому что я видела, что дорогие наши гости фотографировали книги, которые на экране. Я думаю, они потом подойдут к выставке, сфотографируют то, что на выставке есть, и встанут в очередь. А вот это, видите, кстати, вот эта вот реальная фотография Григория Мелехова. Чтобы вы понимали, кто такой, вот его, он такой, это и есть Харлан Пермаков. Это Григорий Мелехов, легендарный Семьи Шолохова. Да, это Шолохов, да, главный герой Шолохова, Тихого дома. А я скажу, что вот в этом томе, который рекомендовала энциклопедия русского поморья, там многие фотографии к рассказам о папе. Там просто папа, по-моему, как я и мечтала, вот издатель замечательный Рожников, Леонид Владимирович, влюбленный в Павла Григорьевича, он уже 2 книги издал, как в советское время, с гонораром, большим тиражом. Он поместил вот деревенские, детские черно-белые фотографии, там вы увидите и батюшку, да, и матушку, и совсем юного Павла Григорьевича, да, но там же все фотографии семейного архива, правильно? В этом, кроме животных, там из вашего очень много из архива, да, Да, ну, я практически ничего не придумаю, когда пишу какой-то рассказ, да. Ну, надо встроить там маму. Значит, я описываю буквально, какой мама была. Она была настолько яркий человек, что там придумать ничего не надо. Она говорила так, что, так сказать, заслушаешься. У нее язык был такой цветной совершенно, да, такой разухабистый иногда. Иногда, так сказать, чуть ли не с матерком. Вот, а иногда такой плавный, нежный, поморский разговор такой, да. То есть мама была, она учительница была, и она всю жизнь прожила на севере, она сама родом из деревни, все корни деревенские, в том числе это наши корни тоже оттуда пошел. Поэтому ей придумать тоже ничего не надо было. У нее язык тек, у нее слово текло прямо вот, автоматически. И поэтому я не питался этими словами. Я, к сожалению, мало их использую, что мало, и признаю это. Постараюсь больше использовать в своих рассказах именно поморскую говорю. Она украшает, она расцветняет сюжет всегда. Буду стараться. И я хотела вам посоветовать прочитать вот рассказ о первой любви «Звездочка моя ясная». Вот так целомудренно, нежно, деликатно написать о первом вот эротическом опыте, о первой школьной любви. Вот на фоне того, как идет такой процесс, как сейчас критики говорят, эротизации нашей литературы, нашей взрослой прозы.
вот это просто восхищает, что настолько это все деликатно, тонко написано, и вот мы, дамочки, девушки, женщины, начинаем лучше понимать эту загадочную мужскую душу, как у них все устроено, вот именно их восприятие нас, барышень. Вот очень советую, и действительно понимаю, что эту вещь можно написать только на собственном каком-то интимном опыте. И в то же время необходима такая деликатность, мне кажется, целомудренность именно северных людей при подходе к такой очень сложной теме, как вот первая школьная любовь и потом в дальнейшем значит, вот такой эротический опыт. Замечательная вещь, она уже была переведена на польский, и тоже мне польские коллеги, я много преподавала в Польше, звонили с восхищением, говорили, вот 3 повести о поморской любви, этого Малгожата Марклевска, знаменитая польская поэтесса-переводчица, в своем издательском доме «Пенькин свет», прекрасный мир, она так любит прозу Павла Григорьевича, что она прилетела на 2 дня в Париж, чтобы выступить на творческом вечере. Павел Григорьевич уже 2 книги перевела, сейчас переводит повесть «Белоушка» о поморском волке. И Павел Григорьевич как бы бросил вызов Джеку Лондону, знаменитому белому клыку, и это очень сильно оценили в мире. Тут же перевели болгары и турки, потому что у них волк такое культовое животное. И я говорю, что удивительно, вот какая связь с природой, вот надо действительно вырасти в этом поморском лесу, потому что читаешь и чувствуешь, что в тебе, в любом сильном человеке, что-то есть вот от этого поморского волка, который так тонко, тоже глубоко и ярко описал Павел Григорьевич. Какие культурные границы, вернее, связи очень крепкие. Вас кто-то понимал, да, давайте? Пожалуйста, подарочек. Вы как будто мысли не читали. У меня чисто женский вопрос. Линия любви, как много места занимает в ваших произведениях. И вы как вы сразу мне рассказали уже этот вопрос. Ну вот эти 3 вещи, которые переведены, вот интересно, что Павел Григорьевич скажет, я просто их очень люблю. Одна, это «Беляк и пятнышко», вот за что Павел Григорьевич получил арктическую премию. Спасибо большое, уважаемой Татьяне. Я даже тоже поехала в Мурманск, я там никогда не была, и была вот на вручении этой премии. Там вообще такая загадочная история. На самом деле Павел Григорьевич по первому жюри получил первую премию 800 000. Но как у нас часто бывает в нашем писательском мире, все живые люди, всем хочется 800 000. Вот, потом ситуация была изменена, и он как бы получил 2-ю премию. Но председатель премии Крупин успел позвонить Павлу Григорьевичу и сказать, мы уже проголосовали, ты уже получил. И это действительно так, хотя сильные были тексты, я их все тоже читала. Безусловно, первое место именно за «Беляк и пятнышко». Это потрясающая история о том, как любовь животных к своей маме, и любовь молоденького капитана, заместителя капитана, спасли 15-летнюю девочку, которая участвовала в добыче вот этих самых вот животных во время войны. Удивительная вещь. Вот мне рассказывала Малгожата Марклевска, что когда она написала ее, она прочла своей маме, там, польскому пожилому бухгалтеру. И они просто рыдали вдвоем и думали, как переводить поморскую говорю. Оказывается, есть польский кашубский говор. И вот они перевели, замечательное. Потом вот я вам говорила, тут «Звездочка моя ясная», про которую я рассказала. А 3-й, это вот уже подарок нашим библиотекарям. И это буквально на наших глазах рождалось, потому что я вела 19 лет такие дни русской культуры в Варденском регионе. И приехала одна очень красивая девушка, немножко горбатая, но поэтесса, такая красотка, все в нее влюблялись. И вот Павел Григорьевич так на меня внимательно смотрел, а потом написал такой рассказ «Маргарита Глебовна» о любви библиотекарши горбатенькой, но очень милой, красивой и нежной, к брошенному женой много раз обманутым женщинам, красавцу деревенскому маячнику, вот специалисту по маякам. Такая получилась удивительная вещь. И я потом приглашала эту поэтессу Ирочку Егорову, мы ее благодарили, говорили, что вот вы у нас прототип, потому что красавица, нежная очень, и вот как бы у нее есть тут такой маленький изъян с полузаметной гордой. Ну, то есть это вот действительно очень большое искусство писать о любви деликатно и точно. Что-то про любовную тему, Павел Григорьевич, ты скажешь что-нибудь? Ну, я бы хотел сказать общие вещи, которые, мне кажется, вы поддержите. Потому что любовь — это высочайшее человеческое чувство. Смотри, как она обгажена, опошлена в современной кино, в современной литературе. Это хрен знает что. Ну, противно. Прекрасное женское тело, как только оно не коверкается, как мужские чувства
к женщине, как женское чувство к мужчине, как вообще, так сказать, происходит любовь, вот реально, да, ну, это просто противно смотреть. Вот я испытал, конечно, несколько раз это все, как любой мужчина в своей жизни, но я преклоняюсь перед женщинами, которые искренне любят мужчин, и мужчин, которые искренне любят женщин. Совершенно светлое, так сказать, гармоничное чувство, да, которое надо описывать, потому что это, естественно, это близко человеку. И это воодушевляет, это рождает новую жизнь всегда. Ну, не всегда, но рождает. И поэтому само вот это вот ощущение близости, да, любви, оно же святое, слушай. Спасибо. Его не надо отношения. Вы несколько раз поднимали Да, ручку. давайте последний вопрос мы зададим, а потом перейдем все-таки к литературным проектам, к вам. Там уже все раздали. Ваш последний вопрос. Давайте Нет, у нас еще есть, можно еще попросить. А мы успеем потом? Ну ладно. Успеем, я очень Не устали? Сейчас, давайте по очереди. Пожалуйста. Вам подарочек. Пожалуйста, ваш вопрос. Журнальчик возьмите, пожалуйста. Спасибо. Я к вопросу о говорах. В конце 70-х годов мы проживали некоторое время в Свердловской области, Урал, и когда столкнулись уже с местными жителями, там, получается, не все слова понимаешь. Мы жили в городке, в котором некоторое время жил Бажов, и, конечно, читая, уже перечитывая Бажова и слушая, как говорят там, это совершенно другое восприятие. И что я заметила, заканчивается книга, и там словарь употребляемых вот местных слов в переводе на русский классический. У вас в книгах это тоже есть? Есть, но не всегда. Ну, вы знаете, вот мы как раз смотрел тексты советского времени, там были эти сносочки. Когда мы писали с Севин Чучгуль, турецкая профессор, перевела книжку Павла Григорьевича о поморской говоре, кстати, для Федерального Северного университета, для Архангельска готовили этот доклад, то мы видели, что в советское время не давали. В некоторых книгах есть отдельный словарик. Вот. И когда готовили вот эту книжку «Молодежная команда», они тоже делали обязательно сноски, но слова удивительно яркие, и многие даже вот нашей писательской команде, вот Дмитрий Лиханов, кстати, тоже очень-очень интересный писатель, поклонник Павла Григорьевича, он всегда восхищался поморской говоре. Я все-таки предлагаю, чтобы все у нас получили подарки. Кто у нас еще? А у нас еще есть даже не вопрос, а реплика. Да. Ну, за Русское реплику тоже землячество должен быть Сыктывкара. подарочек. Да. В конце 80-х годов я работала в школе Приморского района. И там, наряду с Писаховым, наряду с Шергиным, ваше произведение «Детская проза» тоже изучалась, она была рекомендована. Поэтому с вашей творчеством я знакома. Приморский район, мой район. Кузьмино. Это через дорогу от Ляври, через Двино. Немножко в другую сторону. Где Приморский район, он такой же, как Сыктывдинский район, он находится вокруг города Архангельска. И посоветовала сегодня прийти на нашу творческую встречу Татьяна Дмитриевна Бобоева, поморское землячество в городе Москве. Поэтому спасибо вам большое. Я предлагаю, что мы Александру Евгеньевичу за такую нашу золотую рыбку у нас на посылках дарим два журнала. И последний вопрос. Последний вопрос вот у нас на галерочке. Да. Татьяна, отчество не помню. Вот мне интересно ваше мнение о программе «Страницы истории» Владимира Мединского. Я смотрю постоянно, и возникает у меня очень много вопросов к этим программам. И еще вот хотела вас спросить, у вас были личные встречи в детстве или во взрослости с волками? Очень интересно, с волками встречались или нет, и передача Мединского на культуре, по-моему. Вы знаете, у волк какая судьба? Вот судьба волка. Ну вот мы, люди, рождаемся, все тоже разные, да, кто рыжий, кто там черный, кто чего. И все идут в жизнь со своими какими-то отметинами, душевными или внешними, физическими. У волка очень жесткая отметина, он хищник. И вот жрет, что попал.
Вот. Ему нужно, чтобы его прокормить, я говорю, волк же, он же не ест манную кашку. Он питается мясом, желательно свеженьким, чтобы свежая кровь была. Он так рожден. Он рожден волком. Он по-другому не может и не умеет. Ему по-другому не выжить просто. Он выживает только, если он будет кушать то, что ему можно и нужно кушать. Он любит кушать живое, свежее мясо. Он съедает зайцев, там, питается. Природа так создала. И не нам его осуждать, этого волка, понимаете? Вы в итоге встречались или не встречались с волком? Потому что я знаю, что в детстве Павел Григорьевич с мальчишками уходил в лес, мог там ночевать. Насколько близко видели волка? Знаете, не то, что много раз, а зачастую. Ну, волка, он никогда не подходит близко. Он страшно боится человека. Вот, говорит, волк напал. Я не верю в это. Волк никогда не нападет человека. Он волка боится страшнее смерти. Он запах учует, вот человек, волк. Все, его нет. Он сразу за километр. Понимаете, волки страшно боятся людей, потому что люди их убивают. У нас тут просто в республике бывают случаи, да? Да, бывают случаи. Но в каком случае волк может напасть на человека, когда он ранен, когда-то. Ну, как вот у нас медведь, у нас в Лобщине это был единственный случай, единственный за всю историю, когда медведь напал на женщину. И то получилось, я просто расскажу, ладно, ничего, если так кратенько. Медведи тоже никогда не нападают на людей. Получилось как? Охотники из Архангельска, причем высокого ранга, там, милиционеры, решили поохотиться вот в Лобщинке, на медведя. Почему? Потому что медведи туда приходят в деревню, там, им устроили кормушку медведям, чтобы они не разоряли там сальницу. Ну, сальница там, где солят шкуры и готовят шкуры тюленей. Ловят тюлени, да, и что нужно с ними делать? И обрабатывают эти шкуры, значит, вот у нас сальница такая. На краю деревни. А чтобы медведи не разоряли сальницу, они все время срывали замки. Замок сорвет, так сказать, и там и чапкает, там, шкуры эти сжирают, негодяи. А здесь просто вынесли вот этот чан такой, да, куда ошметки всякие, огрызки от того, что там делают со шкурой, туда складывали, бросали все. А медведи приходили там, съедали и уходили восвоясь. И это всех устраивало. Тут понаехали два охотника, два генерала. Сели на крышу сальницы, прямо вот под ним, этот чан где там, да, и стреляли в упор. Ну не чтобы как-то, ну, по-человечески как-то поохотиться, да, выследить. Нет, они просто вот прямо в упор стреляли, причем не могли, одного убили, а второго ранили. И не сказали, гады, что ранили медведя. Медведь ушел раненый в лес. Раненый медведь — это всегда страшно. И вот, а это территория аэродрома, вот на краю аэродрома, в этой маленькой деревне Лобшинга есть маленький аэродром, он деревянный, всего 300, около 300 человек жителей, но есть свой аэродром, потому что по-другому не добраться. Вы знаете, вот сейчас на этой фотографии предыдущей, он это был показан, этот аэродром, и это сальница, рыбзавод, на котором отец показывал, просто сейчас нет. То есть это было все вот. Тут где-то. Вот видите, сверху это деревня Ярин. Вот эта вода, это не море, это река, потому что где-то дома не могут стоять на берегу моря, как вы видите, шторм, и дома эти смоют. Видите, вот а внизу это деревня Лобщинка. Вот там в конце вот деревянное там большое здание, это здание рыбзавода, на которое отец мой работал. А вот там подальше такое, со скошенной крышей, высокое здание, это аэродром. То есть это, вот они там... Маленькие самолеты, Ан-2, да? Да, кукурузник, да, вот они там и приземляются на краю деревьев. Это все. А вот эта лодка красная, это лодка моего соседа Николая Ивановича Мазера. Это прямо напротив моего дома, посреди деревни. То есть это прямо... И я, когда пишу, что я там сейчас вот ходил, и берег был красный, от Красной Икры, Лососев. Читать это мой очерк. Вот это как раз и есть место, где вот это все было. Вот. То есть и медведь женщина пошла утром со своим внуком за грибами, а медведь лежал в кустах, уже умирал.
раненый медведь. И он напал на эту женщину, что она его прямо в него ткнулась, за грибами, вот медведь лежит раненый. И он ее, так сказать, сгреб, так сказать, и там, и поломал ее, ну, немножко, но поломал. Вот. И она долго жила, так сказать, живая, потом она умерла года через 2 от этих переломов, которые медведь ей сделал. То есть все-таки она умерла, женщина. Ну, эти скотины, вот они никому еще не сказали, что медведь ушел, что они ранили его, бросили это на произвол судьбы, и в конце концов, в результате этого браконьерского налета погибла женщина. Мы проклинаем этих идиотов. Ну, вот такой случай был. А вообще вот и волки то же самое. Волк тоже никогда не нападет. И не верьте, волк напал. Никогда не нападет волк. Он хоть малыш, хоть просто человеческий запах для него это страшнее смерти. Он боится запаха человека. Вот такая ситуация. Я видел, ну, я несколько раз видел волков, но волк, его близко увидеть невозможно. Еще такое. Медведя можно видеть. Я много раз видел медведя, много раз. Вот иногда вот так просто за кустом что-то жрет там, и ты подходишь, ты все, малину там, особенно, да. С одной стороны ты малину, с другой стороны кустовой медведь. Это зачастую. Но когда он тебя увидит, он станет на задние лапы и сваливает тебя как можно дальше. Они тоже боятся людей. То есть в природе все очень устроено так нормально. Лютые звери, они боятся людей. И не бойтесь этих зверей, не бойтесь. Спасибо большое. Ну и перейдем все-таки, да, к литературные проекты Лолы Звонаревой. Сейчас мы долистаем до них. Ой, а где они? Вот они, вот они. Угу. Ну, буквально несколько слов. Вот я принесла в подарок вам несколько своих книг, то, что обидно, много журнальных публикаций, приятно, что так внимательно. Но у меня, на самом деле, 23 книжки, и тоже изданные в нескольких странах. И в Болгарии выходил несколько книг, и в Беларуси, и в Узбекистане. И вот я рада, что поддерживает вот Павла Григорьевича, тоже вот последние книги выходили до издательства «Проспект», федеральное агентство давало гранты. Вот тоже на мои последние, наверное, 8 книг федеральное агентство выделяло довольно большие деньги. Это вот последняя моя монография. Я 40 лет занимаюсь творчеством основоположника нашей поэзии, педагогики, даже одного из ведущих и публицистов Семена Полоцкого, такого интересного человека, который был учителем детей царя Алексея Михайловича. И вот это моя 3-я книга о нем, это и моя докторская диссертация в 39 лет, защищенная в Петербургском университете. И я попыталась ее написать живо, и в этом такое смешное предисловие меня сын попросил во время ковида, потому что он как-то любил эту мою работу, о том, как я начинала это все на 2-м курсе университета, влюбившись вот в этого удивительного человека, чьи рукописи лежали 300 лет в центре Москвы, в отделе рукописей исторического музея. И буквально там 2 слова, мы часто восхищаемся, вот, французы так начали писать фигурные стихи, вот наши в эпоху Серебряного века. Ничего подобного. Первым здесь, как всегда, да, Россия родина слонов, но первым был Семен Полоцкий, который в 17 веке уже писал стихи в форме звезды, креста, двуглавого орла и сердца, и эти очень красивые стихи фигурные висели в спаленках русских царей. Но Алексея Михайловича царя было 14 детей, все ими восхищались. Он считался одним из, по отзывам даже послов, одним из самых умных и образованных людей Москвы 17 века. И 2-я книжка, я вот 40 лет пишу об искусстве, я член Союза художников как искусствовед. И вот за последнюю книжку, которую я представляла во Франции, я получила серебряную медаль Академии художеств, довольно высокая награда. И золотой Витязь медаль за вот эту книжку. Это мои статьи об искусстве за 40 лет. Здесь есть и об архангельском художнике, и о наших тоже многих художниках знаменитых, и об Анатолии Звереве, и о Михаиле Шемякине, и о сегодняшних православных художниках Петр Григорьев, Екатерина Кудрявцева, очень интересные мастера православной живописи. Вот. И действительно, вот уже 15 лет я издаю журнал «Литературное знакомство». Приятно, что в Архангельске мне вручали вот за этот проект, за «Серебряные сверчки» такой диплом Федерального агентства по печати и Международного пресс-клуба
во-первых, за Павла Григорьевича, за его уникальную рубрику «Свет русского севера». В каждом номере он абсолютно бесплатно пишет и передает нам. И вообще еще материально поддерживает наш журнал. Мы очень благодарны. Благодаря его меценатской поддержке мы смогли стать ежемесячным. И вот каждый месяц мы выпускаем номер, 288 страниц. И очень много рубрик и международных, потому что в членах коллегии у меня писатели и ученые из 20 стран. Вот во многих я преподавала. И Павел Григорьевич так интересно писал о людях Севера, что вот федеральное агентство наградило его тогда дипломом, там, серебряной медалью, а мне вот за проект, я провела радиопрограмму «Литературная гостиная», тоже дали вот 2 награды в Архангельске, и мы действительно представили многие писательские организации Ижевска, Вятки, Калининграда, Смоленска, Полоцка, и вот у меня в руках Донская литературная тетрадь. И я надеюсь, что мы тоже вот при поддержке библиотеки, очень меня потрясла такая Наталья, целую неделю мы созванивались, она изучала творчество Павла Григорьевича, вот, и такое внимательное отношение человека высокопрофессионального подкупает, и я думаю, что мы будем после этой встречи дружить, и у нас наверняка будут еще какие-то проекты, связанные с вашим городом, с вашей культурой, с Коми, потому что я считаю, что вообще, конечно, вот наши таланты, живущие в регионах, очень мало известны в столице и в мире, это несправедливо, потому что мы вот эту Сыктывкарскую тетрадь с Павлом Григорьевичем мы в Париже представляли, мы дарили нашему послу книги Павла Григорьевича журналу, и надеюсь, что вот мы будем еще, может быть, придумаем рубрику, связанную с библиотеками. И вот тоже мы с ребятами уже 10 лет, вот юбилей у нас, создаем такой журнал для детского творчества юношеского с 9 авторов у нас до 21 года, молодежная редколлегия. Я только у них выступаю как корректор, смотрю, чтобы не было ошибок, и как такой консультант. И «Сверчки» — это прозвище Пушкина в Арзамасе. Когда ему было 16 лет, он быстро щебетал по-французски. Его так прозвали Жуковский с Карамзиным. Помните, в Арзамасе у всех шутливые. И «Серебряное» в честь Серебряного века. У нас ребята придумали это название. Там много интересных рубрик. И я тоже надеюсь, что вот наши юные таланты из Сыктывкара, из вашей республики мы сможем поддержать, можем придумать какой-то конкурс, что мы с Павлом Григорьевичем в течение, наверное, я 25 лет, Павел Григорьевич последние 5 лет входили в жюри фестиваля межрегионального начала юных авторов, и очень много из рязанских ребяток, и приезжали из Кунгура, из Екатеринбурга, тоже удалось. Мы надеемся, вот здесь вот очень благодарны Александру Евгеньевичу, который у нас глава Ленского района, надеемся, что тоже таланты. Мы видели, какие школы, какие библиотеки изумительные сейчас, какие коллективы мощные работают там. И мы тоже хотим очень сотрудничать с Ленским районом, может быть, посвятить ему литературную тетрадь. Но суть этого проекта в том, что мы никогда не даем больше 144 страниц. Журнал 288 страниц. Почему? Чтобы люди, авторы, увидели себя в контексте международном. Рядом там будет и литературная Турция, и очень интересные материалы из Франции, из Америки. Все равно вот у меня 1500 студентов, я профессор 2 вузов, и моя всегда задача воспитать русского европейца, человека, который любит русскую культуру, знает, гордится ее, но хорошо знаком с европейской культурой, готов учитывать ее уроки. Первое, конечно, русское, но вот эта широта кругозора, которой всегда отличались наши вот русские интеллигенты, вот это вот моя задача, поэтому мы стараемся, чтобы знали таланты из глубинки России. Что я уже говорила, когда в советское время я посмотрела справочник Союза писателей Москвы, оказалось, что 90% это были уроженцы маленьких городков, маленьких деревень, и они очень мощно прозвучали и смогли состояться вот в русском культуре. Но тогда была больше государственная поддержка, и сейчас вот мы стараемся тоже вот поддержать таланты из вот, регионов, чтобы они были услышаны в столице тоже, и в Европе, и в мире. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли сегодня, и думаю, что это была действительно... Я думаю, что мы сначала поаплодируем за такие интересные литературные проекты, да, взращивают молодые кадры, писатели и поэты, объединяют
знают различные регионы в литературных знакомствах, да, чтобы люди могли знать, но на самом деле ведь не знаем, что издается в соседних регионах. Мы в своем еще не всегда знаем, да не все, вот, а в соседних тем более. Поэтому такие прекрасные проекты, они как раз направлены на это. А я скажу два слова в завершение сама, а потом передам микрофон нашему заместителю директора. Во-первых, я благодарю, что вы к нам приехали, что мы вместе провели такую встречу. Я думаю, что, наверное, все отсюда выйдут с каким-то багажом, да? Вот, и с желанием читать. Это то, для чего мы работаем. Вот. Я думаю, что сегодня все случилось, да? Да, случилось. Вот. Отвечать ведущим надо подписать книжечки, да? Да, те, кто будут книги, мы сначала дадим слово нашему заместителю директора, потом мы сделаем общее фото, а потом подпишем книги, где у тех счастливцев, которые их получили сегодня. Марина Валерьевна, вам слово. Уважаемые гости, уважаемые друзья, мне кажется, это замечательный подарок к Новому году и к Рождеству, который сделали нам замечательный Павел Григорьевич и Лола Кировна. Большое вам спасибо, что вы приехали в Сыктывкар и действительно одарили нас интересной встречей, очень познавательной. И я действительно окунулась с детства, я тоже, пусть и из Республики Коми, но тоже из села, и очень темы, которые вы затрагивали, очень мне близки. Наступающим вас с Новым годом! Новых творческих успехов и всего самого наилучшего. Я бы хотела вручить благодарность. Павел Григорьевич, Оля поможет мне забрать. Спасибо вам. Давайте сделаем фото лучше. Давайте сделаем общее фото, да, потому что Павел Григорьевич сайт поможет по дому. У помощника землячества сайт нам нужна такая фотография с теми замечательными людьми, которые пришли на нашу встречу. Так. Чтобы, да, я точно смысл.